Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире республиканского телевидения старая добрая программа «Один из нас». И очень, на самом деле, тяжело находить одного из нас, который был бы интересен. У нас завтра отмечается День автомобилиста, День водителя. И на самом деле вся страна воспринимает это как свой родной праздник, потому что отмечают этот праздник не только профессиональные водители, но и все те, которые имеют в пользовании личный автомобиль. 明日からね、運転手の日なんですね、ロシア全国ね。それで車を持っている人は非常に人気のあるの日。Мгм. И ситуация у нас как? Максим, можешь сказать, что до 22 года у нас была официальная лига, то есть были много дилерских автомобилей с левым рулем, но после 22 года в связи с определенными событиями все вернулось на круги свои. Японский автопром, вторичный японский автопром, начал завоевывать все больше и больше позиций. Имея, скажем так, знакомых настоящего японца, очень хотелось бы расспросить о том, как японцы относятся к своим автомобилям, тем, которые попадают на наш рынок. Согласен, да, Итас? 大丈夫ですか？大丈夫です。Прежде всего, кто вы такой, мистер Ито? 僕が最初にヤクーツキに来たのはダイヤモンドの工場を任されて初めてヤクーツクに来ました。Ну, впервые я прибыл в Якутск примерно 15 лет назад, когда мы развивали здесь алмазогранильную компанию совместную, японско-российскую компанию. その間にある女性と知り合って、結婚してでヤクーツクの人と結婚して今があります。Ну, в Якутии, собственно, я посвятил достаточно большую часть своей жизни, работая непосредственно в Якутии. И волею судьбы так получилось, что я нашел свою вторую половинку и женился на местной девушке. 東京と比べたらね、全然、ちょっと田舎みたいな雰囲気だけど、それでもなんて言うんだろうな、ヤクーツクの人はみんな心が温かくて、そういう意味ではすごく住みやすいですね。Да. Ну, Токио, безусловно, это крупнейший мегаполис, говорит, и просто напрямую сравнивать с Якутском бессмысленно. Единственное, говорит, Якутск, это все-таки, ну, по размеру, это все-таки как небольшой провинциальный город японский, но при этом я действительно влюблен в местное население, говорит, потому что люди совершенно другие, очень тепло меня принимают, и с тех пор я очень ценю этот город и эту республику. 多分オークションに参加する人っていうのは少ないですね、一般の人はね。で東京はとか日本はあちこちに中古車センターみたいなのがあって、そこで実際見て試乗してそれで買う場合が多いですね。Ну, то, что японцы покупают непосредственно через аукцион, я особо не слышал. Их, наверное, не так много. Обычно среднестатистический японец покупает или у дилеров новые автомобили, или же при дилерах есть так называемые центры продаж, где можно непосредственно увидеть эту машину, попробовать произвести тест-драйв, если понравится, приобрести. То есть аукцион это больше на внешний рынок? オークションというのはね、なんか海外のビジネスとして考えればいいです。プロのカーディーラー、カーディーラーの人が出入りしているという感じ。Ну, аукционы, да, это прерогатива все-таки неких компаний, которые профессионально занимаются. Ну и, безусловно, автомобили это в основном в своей массе идут на экспорт. Чтобы у зрителей не возникло, вдруг Ито-сан всю дорогу на метро ездил и так далее, да, введем в курс. У Харуки Мураками есть замечательный рассказ, в котором он описывает очень литературно одну из своих машин. Это, по-моему, была Subaru или Impreza или что-то типа такого. И он говорил, у меня некое понимание между машиной, я, когда сажусь в эту машину, совсем другие ощущения у меня создаются. И я прошу вас, вспомните, пожалуйста, вашу первую машину
И чем она была хороша? Вообще, да, 初めて車買ったのは今から47年ぐらい前、マツダのサバンナっていう車を買いました。 Первую машину я приобрел 47 лет назад, если я не ошибаюсь. И это была модель Mazda Savanna или Mazda X3 еще ее называют. それロータリーエンジンの Да, с роторным двигателем. 最初の頃ですね、Мгм. То есть эта модель изначально выпускалась исключительно с роторным двигателем. Но это же такая, чуть ли не полугоночная, родстер такой. エンジンの吹き上がりがねすごく良かったですね。でちょっとアクセル踏むとタコメーターすぐレッドゾーンに行っちゃうみたいな。 Да, это был, я был молод, говорит, я любил скорость, и машина позволяла при легком нажатии на газ, она моментально ускорялась, говорит, были очень такие незабываемые ощущения. まあそういう第一印象がそうだったね。 Вот такая была у меня первая машина. Мгм. Но в те же времена в Японии вот как раз очень была развита культура дрифта, да? その時は暴走族でね、ドリフト族じゃなくて暴走族の流行りの時。 Что до именно? 暴走 Рейсинг? 族っていうのはなんていうんだろうな、もう改造した車がいっぱい集まって、 でミーティングする。 Ну, говорит, мне было 20 лет, ага, и тогда дрифт-культура еще не появилась, но была культура как бы разделения по клубам, говорит. И мы обычно собирались все на вот таких спортивных машинах и устраивали такие вот свои посиделочки. Ито-сан, но кроме Mazda замечательной RX-3, у вас были и другие. Ваше последнее авто какой модели было? 一番最後の車はベンツの500の SEL っていう車で 5000cc やったかな。 Ну, последнее у меня был Mercedes 500 SLE, да? SEL。 SEL. Это 6-литровый или Это 5-литровый монстр? 5-литровый, да. 5-литровый монстр такой хорошего класса. なかなか強い車じゃなかった。なかなかいい車ですよこれもね。 Да, очень хорошая машина. それでやっぱりクッションがね船に乗ってるようなこんな雰囲気でね。 Да, это была, да, действительно, и кузов был большой, и очень мощный двигатель. Я когда на нем ехал, я на нем не ехал, я на нем плыл. Хорошо, Максим, я всегда хотел сказать Ито, что у нас на Дальнем Востоке есть очень много вот этих легенд, мифов касаемо японских машин. Да? Вам было дорого содержать вот эту 5-литровую огромную европейскую машину? ヨーロッパの車とかなんていうんだろうな、そういうベンツの大きいやつ、エンジン排気量の大きいやつは修理代も高いし維持費も高いしガソリンもたくさん食べちゃうし、車検とか? 車検も高いし全て高いですね。 Да, это действительно так. Особенно это касается импортных автомобилей в Японии, которые тем более с мощными двигателями. Во-первых, обслуживание дорогое, ремонт, запчасти, ну и непосредственно производные расходы, такие как техосмотр, страховка. Это очень сильно влияет на расходную часть. И я еще не говорю о том, что расход бензина у них очень большой. А сколько стоит бензин в Японии? 今日本でガソリンの値段はどのぐらい？例えばレギュラータイプ。 1リッターいくらぐらいだろうな、180円、70円、80円とか。 Я давно сейчас, конечно, не ездил, но примерно, я думаю, что-то от 170 до 180 йен за литр бензина типа регуляр. Это сравнимый, да, с нашим 95-м, наверное. Переведи на рубли. Это 110, порядка 110. 80, ну, 85 рублей, наверное. 85 рублей за 95-й, да. Ну, примерно сопоставимые цены. Совершенно. Абсолютно сопоставимые цены. Ито-сан, а выбор европейских машин, вообще в праворульной Японии, есть ли возможность ездить на леворульных машинах европейских? ベンツでも BMW でも輸入する車は全部左ハンドルだった。
Сейчас, конечно, значительно меньше, но в мое время все импортные автомобили, они приходили с левым рулем. ステータス上げるためにその外車を持ってるっていうのが一つのステータスだった。 Да, в то время наличие импортного, ну, когда вот ты владеешь импортной машиной, еще и с левым рулем, это были такие, ну, проще говоря, это были понты. То есть все нормальные ребята двигались на левом руле и на импортных автомобилях. Даже так. Тогда в части японского автопрома, насколько японцы патриотичны в своем выборе автомобиля, то есть они предпочтение отдают сейчас, предпочтение отдают японским маркам или все-таки импортным, американским и европейским? 日本製の車はまあ修理代が安いよね、日本だと。 Ну, безусловно, здесь очень меркантильно. То есть если это местное производство, соответственно, обслуживать его в разы дешевле. で価格も例えば同じクラスだったらBMW とかベンツと比べれば安い。 Нихондо Курума. 日本の車。 Да, ну и если мы берем одинаковый класс, скажем, тот же BMW там, и сопоставимую какую-то японскую модель, она будет значительно дешевле, то есть именно экономически. То есть исключительно ради кошелька выбирают? 例えば BM のファンだったりベンツのファンだったりあとお金持ちはそっちへ行きますよね。 Да. Ну и, безусловно, конечно, не надо ни в коем случае списывать то, что есть, как и везде в мире, есть любители определенных моделей, в частности, вот импортных автомобилей, да, и также есть класс выше людей, которые могут себе позволить и для которых это определенная необходимость иметь статусный автомобиль. Ну, у нас на Дальнем Востоке есть выражение «беспробежный автомобиль». Да? Максим отлично это знает. Это означает то, что машина эксплуатировалась только в Японии, и попадая в Россию, даже с пробегом там, порядка 80 тысяч километров, машина может выглядеть абсолютно как новая. Да? То есть там никакой коррозии, никаких там износов деталей и так далее. С чем это связано? Почему мы получаем машину с пробегом 80 тысяч, и у нас ощущение новой машины? 車自体が良くなってるね、性能はね。昔はもう8万キロも走ったらそれこそ誰も買ってくれないね。だけど今の車はすごく性能が良くなってるから8万キロぐらいは全然なんともないでしょ、壊れないし。 Да, ну вот сейчас, во-первых, конечно, по сравнению со старой Японией автомобили бегают не так много. Раньше, например, 80 тысяч километров, это считалось вполне нормальный пробег. На ней ездили, и люди были уверены, что с ней ничего не произойдет. Сейчас, конечно, инфраструктура именно дорог, она увеличилась значительно, и 80 тысяч пробег, ну, да, они, то есть еще и плюс благодаря инфраструктуре, то есть машина даже в Японии, в принципе, считается очень неплохой. 僕らの時代から見るとね、 もっと良くなる。どんどん進歩してるっていうのは、 Дын-дын-дын. どんどん進歩してるっていう。 進歩してるの良くなる。 発展してるっていうの。 発展してる. Ну и современные все-таки автомобили по сравнению со старыми моделями, они более технологичные, то есть каждый раз развивается. Вот. И ну, я считаю, что качество современных автомобилей, оно как будто лучше, чем старых моделей. Ага. Но при этом, если сопоставить дороги Якутска и Токио, давай сравним несравнимое. 問題ないと思いますね。今の性能が良くなってるから。 Ну, у него ходовая часть автомобилей сейчас, я почему-то думаю, что она лучше, и я думаю, что даже по якутским дорогам, в принципе, особых проблем не должна. もちろんチェиспытывать. ックしなきゃダメですよ。もちろんね。工場とかで見てもらって。 Ну, безусловно, есть исключения, да, есть какие-то, наверное, там свои особенности в производстве ходовых частей, говорит. Ну, в целом, говорит, я считаю, что они достаточно крепкие. То есть могут выдержать японские, якутские дороги, да? Ага. Ита-сан, как средний японец, вот мы говорим японская культура, мы говорим очень много стереотипов, да, это самураи, это бусида, это много чего всего. И почему-то у
нас ощущение того, что очень бережно японцы относятся к своим машинам, да, там чуть ли не ежедневно там, и так далее, и так далее. На самом деле, есть ли разгильдяи в Японии, которые могут купить машину и совершенно не заботятся о нем? あとはガソリンスタンドも結構距離走ったらガソリンスタンド行ってオイル交換したり、タイヤ空気圧見たり自分でやりますよね。 Да, ну и да, действительно, в Японии как бы они не то что бережно относятся, просто вся инфраструктура так выстроена, что люди особо и не думают, что с машиной надо что-то делать, потому что техосмотр, там обязательно техосмотр 2 раза в год, они приезжают в специальные центры, там все это делается, также замена масла, то есть сам водитель практически ничего не делает. Качественный бензин, Качественные дороги. да, качественные дороги, поэтому все это в купе, как бы, возможно, создает такой вид, что японцы хорошо следят за машинами. Но таких разгильдяев совершенно, которые там не смотрят за уровнем масла и так далее, таких, наверное, как и везде встречаются, как и везде. ドライバーとして世話しない人はね、そのまま、あるいはなんかちゃんと見てきれいにして毎日世話するでしょ、みんな。では全然その車そのままで使っている日本人は多いです。それもそういう人もいますよ。 Безусловно, исключения всегда есть. Ита-сан, почему мы тогда встречаем, какой сценарий использования личной автомашины у среднего японца, что мы встречаем пятилетние машины, да, с пробегом 10 тысяч километров? Там. Мы можем встретить трехлетние машины с пробегом 5000 километров. Это они что, раз в год торжественно выезжают там, с фанфарами на своей машине или как? 使うのは週末のレジャー、土日のレジャーとか月1回遠出したりそんな感じだからあんまり走ってないんですよ。 Да, это действительно так. Почему? Потому что, ну, скажем, если Токио, вообще все большие города, очень сильно развит общественный транспорт, метро, там, электрички, поезда. И поэтому у населения, в принципе, нет необходимости использовать автомобили. То есть инфраструктура очень действительно удобная. А автомобили используют, по сути, для выезда, скажем, там, раз в неделю куда-то за покупками. То есть, да, вполне возможно, что такие пробеги небольшие. Это реальный сценарий. Вернемся опять же к мегаполисам. Да? Япония выдала на гора и такое явление, как кейкар. Да? Это вроде бы полноценный автомобиль, но достаточно урезанный по габаритам, по мощностям, да? Кейкар. В связи с чем появилась такая вот потребность создания именно такого автомобиля? Не полноценного, там, 1,5-2 литра, да, а до литра объемом и по габаритам, скажем так, чуть больше чемодана. 軽自動車は税金が安いですよ、まずね。 Ну, во-первых, у него затраты на его обслуживание очень низкие, то есть налог, транспорт. そして性能がよく車の自体の性能が良くなってるから、Ну и поскольку, да, технология производства, она, как я сказал, развивается, то есть они ничем не уступают, собственно, по полногабаритным автомобилям. でボディサイズももう広くなってるのね、中も昔の軽と違って。 Если вы помните, первые Кей, они были очень-очень маленькие, а сейчас Кей-кар, они, в принципе, они по габаритам тоже такие стали чуть больше, стали комфортнее. だからそういう意味で人気が出てきちゃってですね。 Ну, я думаю, вот как бы основная причина популярности. Парковочное место. Правда ли, что в Японии, чтобы купить автомобиль, нужно иметь парковочное место в собственности для того, чтобы купить полноразмерный автомобиль? А кейкар этого не требует. 軽はどうだったかな、ちょっと覚えてないけど、やっぱりいるんじゃなかったかな。ちょっとはっきり分かんないけどね、今。 Да, ну я сейчас точно не отвечу насчет требуется или не требуется. В целом обязательно, да, это одно из обязательных требований наличие парковочного места. А то, что для кейкаров оно не требуется, я точно не смогу ответить. Где-то оно, возможно, требуется. В больших городах, скорее всего. Если вот вышел, ну, на окраину, пускай даже Токио, да, обычный человек что увидит? 50% кейкаров и 50% коммерческого и другого полноценного автотранспорта? Или какова будет картинка? ちっちゃい町、東京以外の、以外。まあ50%ぐらいは軽じゃないかな。
Ну, даже думаю, что точно не скажу, но, наверное, за пределами больших городов, в принципе, 50%, наверное, занимает 50%. кейкары, да. Мгм. Еще один миф среди автовладельцев Дальнего Востока – это то, что законы в Японии настолько суровы, что проще через 5 лет владения определенным автомобилем купить новый, чем содержать автомобиль, которому старше 5 лет. Так ли это? それは、ね、昔の話でしょ、今さっきも言ったように車の性能がどんどん良くなってるからあんまり壊れないんですね、今の車ね。Ну, я знаю, что это было раньше так. Раньше было так, но сейчас и стандарты производства, и экологические стандарты, они, в принципе, соответствуют. То есть если даже, в принципе, старая машина, то содержать ее не так, ну, то есть совершенно... Преград никаких нет. Никаких преград особо нет. Не могу не задать еще один вопрос, который касается тех, скажем, машин, которые выпускались в бытность ИТО молодым. Да? Что это за кружевные накидки на машинах были в 90-е годы? Почему они так часто встречались? Да. И даже сейчас есть. Официальные аксессуары. 今も使ってる人多いね。ああそそう。う。いやそれは気がつかなかったな。Не знаю, я, честно говоря, не встречал такие. Да? Я покажу потом в интернете официальный аксессуар Subaru 24 года, да, это кружевная накидка. するにね子供がいたりなんかするとジュースこぼしたり、なんかいろんなことがあるからそういう意味でカバーする人多いですよね。Ну, возможно, причина в том, что японцы, в принципе, в основной своей массе очень большие, чистоплотные люди, да, и поэтому любят во всем чистоту. И, возможно, вот наличие вот такого кружевного чехла как бы дает ощущение некоего комфорта, уютности. Да, есть молодые люди, это студенты и только начинающие трудиться. Да? Есть зрелые люди, которые начинают обзаводиться семьей. Вот возрастные градации. Есть пенсионеры, допустим. Да? Молодые люди что чаще всего выбирают? Вот, которые вчерашние студенты и только начали работать. Какие марки чаще выбирают, какие автомобили? Да. Или это полноценные, или это небольшие? 今ね学生とか車に興味ない人が増えてるんですよ日本。Как ни странно, говорит, среди молодежи наличие автомобиля, оно потихоньку ослабевает. То есть молодежь меньше стала интересоваться покупками автомобилей современной моды. А раньше так не было, да? 昔はそういうなかった。昔はそうじゃなかったね。 Нет, раньше так не было. Ага. Хорошо. Зрелый человек, которого 1-2 ребенка, жена, родственники и так далее. Что он выбирает? ミニバンみたいななんだろうななんていうのかな4人5人乗り6人もっとか7人乗りぐらいか乗れるような車。 Я думаю, это что-то, видимо, минивэна, где можно посадить еще один ряд сидений или же положить какие-то семейные вещи. Honda Step Wagon, да? ステップワゴンみたいな例えばね。 Например. Что-то типа такого. И, может, Ито не стандартный японский пенсионер, который разъезжает на 5-литровой барже, да? Среди пенсионеров какая самая популярная машина? ハイブリッドカーとか、なんつったんだっけな、ちょっと名前出てこないんだけど。 Ну вот среди моего возраста все-таки, наверное, какие-то стандартные тойотовские модели там с гибридными двигателями. Вот. Prius, кстати, вот. То есть это удел пенсионеров, да? それは伊藤さんの年の車。そうだね、そういう人が多いね。 Ну да, Prius в Японии считается, что да, на приусах ездят возрастные ребята. При этом у нас очень много, самое большое количество легенд и мифов это про марку нашу любимую Toyota. Да? В разрезе, вы работали в бизнесе, вы работали, видите бизнес-модели и так далее. Чем цена так Toyota, нежели чем Mazda, нежели Nissan и так далее? Почему Toyota котируется выше?
僕らの時代はトヨタと日産のこの2つだったのね、もう一番大きいところはね。だけどトヨタはもう追い越しちゃったんですよね。В мое время было два основных мощных бренда. Это был Toyota и Nissan. И они были примерно на одинаковых позициях. Но в моменте сейчас Toyota, конечно, она сделала, победила. В общем, вырвалась вперед. За счет чего? 何の理由でトヨタはそんなに上がってきたのかな。理由、海外が強かったのかな。Я думаю, в первую 海外 очередь, マーケットがね。да, то, что она сделала упор на экспорт автомобилей за пределы Японии. То есть на внешних рынках она завоевала свои Большие позиции. позиции, чем Nissan, получается, да? И говорят же, Toyota вечная, Toyota можно хоть всю жизнь ездить и так далее, и так далее. Как это реально вообще, или это Toyota, она ломается так же, как и все другие машины? 日本の車のレベルが今高いから、さっきも言ったようにあまり壊れなくなってきましたよね。Да, ト отчасти, ヨタに限らずね。 да, отчасти соглашусь, что да, действительно автомобили надежные, но то, что они там, как мне говорят, там миллион километров могут проездить, конечно, за это время с машиной обязательно что-то может случиться. Но в целом, как я и раньше сказал, что сейчас современные технологии производства, они действительно сделали автомобили достаточно долговечными и безопасными. А нам же кажется наоборот, Максим, то, что нынешний японский автопром с его тонюсеньким, скажем так, металлом, с его недолговечным ЛКП и так далее, и сравнить старые надежные марки こっ черностой. ちのロシアのイメージはね、逆にね、古いのでも昔の車はやっぱり壊れましたよ。やっぱりね、何万キロも走れば。по своему опыту, что машины ломались и ломаются, говорит, и в наше время, и в наше время, да, машины довольно часто выходили из строя. Это было нормально. Оцените, пожалуйста, вот вы довольно долго в Якутии находитесь, связаны с Якутией. Как вы думаете, соответствует ли отношение якутян к их машинам отношению японцев к их машинам? Если сопоставить вот это вот отношение. Вот есть у меня машина, которую я холю, лелею, там пылинки сдуваю и так далее. В принципе, вот как японец относится к машине и как якутяне относятся к машине? 特にないと思うけど、日本であればもう部品だろうが何だろうが簡単に手に入るから、その部分でこっちのローカルは日本から輸入しなきゃいけないとか、そういう問題が出てくるんじゃないのかな。Я считаю, что в целом водители в любой стране, они стараются ухаживать за автомобилями. Единственное, конечно, по обслуживанию автомобилей здесь, скорее всего, намного сложнее, потому что это запчасти надо привозить каким-то образом. Это поэтому до момента, скажем, там, замены запчастей, как бы машина, конечно, испытывает определенную нагрузку, говорит, того, чего нету, скажем, в Японии, когда ты можешь какие-то запчасти, там, ремонт произвести в сжатые сроки очень быстро. А когда вы впервые столкнулись с якутской зимой, да, с его минус 50 и так далее, у вас не было ощущения, что все, в этот мороз не то, что там человек находиться не может, любой механизм не может выдержать вот такой вот мороз, такие снега, такой холод? 初めて佐賀の冬に感じてね、マイナス50度ぐらいの。すごいなと思ったね。エンジンかけっぱなしだもんね。Да, я был вообще удивлен, да, что машины в такой мороз могут ездить, и больше был удивлен то, что их двигатели не выключают. Да. Ага. А сами вот здесь сейчас вы пользуетесь автомобилем? Здесь? こっちякутскеで運転したことありますか？あるけど難しくてもうやめちゃったですね。Да, одно время я пытался здесь, у меня был автомобиль, я пытался ездить, но здесь трафик совершенно другой, чем. もし事故起こしたらちょっとね大変だから。А поскольку я иностранец, если вдруг там произойдет какая-то авария, будут определенные последствия, поэтому я
решил не рисковать. Не рисковать. Культура водителей остается, скажем так, несопоставимой по сравнению с культурой водителей в Японии, да? タイヤがバーッともう回転しちゃったりね、 Да, безусловно, культура вождения アクセルワークが難しかった。 да, отличается. Ну и плюс погодные условия, да, то есть мы при таких температурах и да, не и, выходим из дома. Да, то, что я, например, вообще не заморачиваюсь по поводу резины, а здесь мне приходилось там думать, там, в какой момент там мне нажимать тормоз и газ. Там. Нюансов много. И, наверное, завершающий вопрос, Максим. Сильно что-то гостя упекли, подустал, может быть. Штрафы. Как японцы относятся к штрафам? И через что они получают? Камеры или полицейские останавливают? スピードカメラもあちこちついてるし、あと検問っていうのがあって、はい1台ずつ止めて、アルコールチェックしたり、 Ну да, штрафы, как и здесь, приходят по камерам, то есть в основном это скоростной режим, и периодически бывают полицейские рейды, когда они на какой-то дороге останавливают автомобили и проверяют там на наличие там, документов и состояние алкогольного. Алкогольного? Если выпил, в Японии нельзя ездить, да? Ну, お酒飲んでドライブできない。ダメ。ダメ。 Вообще ни капли. もうこう捕まっちゃう。ちょこっとでもダメ。いや規定があるんだけどね。どのぐらい？測るんだよね。アルコール量を。 Ну, есть какой-то, говорит, да, градация. 専門的なやつだからあれどのぐらいの数値になったらダメかは警察しかわかんないけ Да, ど。 то есть тоже так же заставляют дуть в трубочку, и если показатель превышает, соответственно, ну, как и у нас, ждите штрафа. А за неправильную парковку часто прилетает? ではなんか間違ってパーキングしてとか時間を守らなかったんでああそう駐車違反は止めちゃいけないところに止めてたりすると街に警察官いっぱいいるから。 Ну, в городах с этим, да, конечно, все строго там. Неправильное парковочное место, там, нарушение там, времени парковки и так далее. А полицейских внутри больших городов их достаточно много. Да, за всеми этим следят. И штрафы периодически прилетают. Спасибо огромное, Ито-сан, то, что, возможно, многие мифы, которые бытуют среди якутских пользователей японских автомобилей, вы и, возможно, разрушили, возможно, и поддержали. Да? いや、本当にその忙しいところ来て、本当にありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。И, но самое главное, я, конечно, не выяснил, почему так популярны кружевные вот эти накидки, которые, я не знаю, на совершенно новых автомобилях официальный аксессуар кружевная накидка. Это так, к слову, да, Максим? Можно не переводить. И на самом деле вот этот горизонтальный обмен, да, когда человек находится, житель другой страны, носитель совершенно другой культуры владения автотранспортом, имел в использовании совершенно... У нас мало кто из якутян, наверное, 5-литровый Мерседес в ежедневном использовании использовал. Да? Поэтому вот такие обмены, они важны для того, чтобы лучше понимать, лучше относиться, лучше... Да просто для кругозора полезно такие вещи слышать напрямую от настоящего живого японца. ではこの運転中の日に対して言うとね、本当にこういう本物日本人の意見を聞くのはね、あと伊藤さんのいろんな経験をもらっていただいてね、本当にありがとうございます。そういうドライバーの間の交換は非常に大事と思いますね。そうですね。Завершаем тогда наш разговор. Еще раз, наша программа выходит накануне Дня автомобилиста. Я думаю, многим нашим зрителям зайдет все-таки вот это небольшое пристрастное интервью с японским автомобилистом совершенно такого обычного класса, обычного уровня, но который в своем владении имел, начиная от родстера до огромной европейской баржи, которая, по нынешним меркам это непозволительная роскошь, скажем так. Да? Поэтому спасибо, Ито-сан, за то, что приняли наше приглашение. И надеюсь, у наших зрителей сохранится больше понимания, почему, допустим,
те или иные японские машины, они таковые, они другие. Почему они, получая автомобиль на вторичном рынке, они обнаруживают там чуть ли не совершенно новый автомобиль? Да? Почему система внутренних правил Японии не подразумевает иного отношения? Вот, допустим, тот же Сикен, да, нарушил его, там прилетит достаточно большой штраф, совершенно будет не в радость никому, будь то японец, будь то якутянин, получать такие вот, как ты говоришь, пенальти. Да? Поэтому огромное спасибо. И эта программа «Один из нас». Сегодня у нас гостили Ито-сан. Он работал в Саха японской компании и руководитель вот этой самой Саха японской компании, который сегодня у нас, я его знаю супер давно, японист, человек, который по-японски говорит там чуть ли не ушами, руководитель вот, совместного, единственного, наверное, совместного японского с Японией предприятия, который остался на плаву и осуществляет свою деятельность. И такой вот мостик между цивилизациями, такой вот мостик между двумя совершенно разными культурами, это на самом деле дорогого стоит. И хорошо, что вот такие вот связи. Спасибо, что пригласили. Они понемножку, но остаются. Да? Это программа «Один из нас». С наступающим вас Днем водителя. С вами был Дмитрий Аргунов. Увидимся.